Сколько еще таких происшествий должно произойти? Сколько еще наших детей должны убить для того, чтобы начали ставить нормальную охрану в школу? Зачем вы туда пенсионеров ставите, которые даже ходить не могут? Поставьте молодых, подготовленных мужиков. Выдайте им оружие табельное, хотя бы электрошокеры. Сколько случаев было? Ну сколько должны еще детей убить, чтобы вы додумались, что четкая боевая охрана должна быть в школах, в садиках? Зачем вы туда пенсионеров ставите? Я в шоке, почему не доходит это до государства? Абсолютно случайно сейчас увидел видео, где эта крыса, националист, зарезал таджикского мальчика, маленького мальчика, ребенка. И я не помню такого в жизни, что просто непроизвольно слезы побежали. Это вообще чужой ребенок, и до того у меня такая реакция. Поэтому пусть Всевышний Аллах облегчится родителям, дарует им терпение. Надо помнить, что Всевышний создал эту жизнь с добром и злом, чтобы испытать, чьи деяния окажутся лучше. Поэтому все это испытание, иншаллах, у этого мальчика все хорошо, он, иншаллах, в раю. Родителям терпения, а людям мозгов. И просим Аллаха защитить нас и наших детей от подобных нацистов, от национализма, чтобы у них был этот национализм. Это страшная вещь. Поэтому Пророк сам сказал: возьмите своего отца за член ртом, если ты гордишься своим происхождением. Если ты считаешь, что ты русский, и ты лучше таджика по причине просто своего происхождения, то сделай то, о чем Пророк сам сказал. Это самые конченые и гнилые люди, это националисты. Ни один канал в России в новостях не показал эту мразь, которая жестко убила 10-летнего ребенка на расовой почве. То есть виноват не ваш низкий духовный упадок, не ваш алкоголизм, не ваш этот феминизм, не вот эти все движения, а мальчик, 10-летний Кобелжон, он виноват во всем этом. Во всем виноваты эти ваши бандформирования, вот эти нацисты, русская община. Именно вот эти люди прививают детям с ранних лет вот эту злобу на мигрантов, на мусульман. И я очень надеюсь, что в тюрьме ты почувствуешь ту же боль, что причинил маленькому Кобелжону в 100 раз. Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Азербайджан и все страны бывшего Советского Союза. Все мне родные, все мне близки. Всегда готов топить за эти национальности, дорогие братья. Но среди русских тоже очень много достойных наших ребят, достойных наших братьев, понимающих, знающих ситуацию, не поддающихся всяким провокациям. Поэтому тут проблема, люди мои, не в национальности. Тут проблема, как показала практика и недавние, и прошлые события в Москве, проблема в фашизме, дорогие братья. Проблема в фашизме, проблема та, что заседает в сердцах любой национальности, любой религии. Поэтому в такие тяжелые времена мы должны убирать в сторону национальный вопрос и смотреть корень проблемы. А корень проблемы — это двойные стандарты и фашизм, дорогие братья. Всем мир. Друзья, всех приветствую. На связи Максим Баранов, участник специальной военной операции, руководитель общины «Дружба народов». Недавно произошла трагедия в одной из школ Подмосковья, в Одинцово. Террорист из Успенской школы устроил поножовщину. Ходил с ножом в школе, спрашивал, кто какой нации. Охранник попытался его остановить и получил перцовкой в лицо и нож в спину. Террорист увидел нерусского ребенка и побежал за ним. И на лестничной площадке нанес несколько ножевых ударов. 11-летний ребенок Кобелжон скончался. Ну вот смотрите, это все произошло из-за нацизма и негодования к другим нациям. Прекращайте разделять наш многонациональный народ России. Безбожники, Бог все видит. Нацизм — это ненависть к другим нациям. Вот к чему приводит разделение нашего многонационального народа. Родители своим детям с самого детства вкладывают в неокрепшие умы информацию, что вот эти не русские, они второй сорт, отбросы общества. Вот мы русские первый сорт. Из-за чего потом происходят такие страшные убийства, конфликты. Запомните, родители, дети — это цветы жизни, а не кустарник, который растет сам по себе.
Чтобы потом не жалеть, вкладывайте в своих детей правильные ценности и любовь к родине, к нашему многонациональному народу России. Чтобы таких страшных трагедий не было. Я считаю, что ЧОП нужно поменять на Росгвардию. Минимум 2 вооруженных росгвардейца, и на каждом этаже нужна кнопка экстренного вызова. В школах, в детских садах, с выходом на экран, на каждом этаже, где произошел конфликт. Вы не можете себе представить сейчас у матери на душе, что происходит, когда сын мертв от рук террориста, которому нет оправдания. У терроризма нет Бога и нация. Кто знает родственников ребенка, выйдите на связь вместе с неравнодушными людьми, хотим помочь материально. Это наша общая трагедия. Чужих детей не бывает. Примите мои искренние соболезнования.